Следующий слайд. Следующая тема. Нет, ну не тема, мы продолжаем тему, называется ассоциативный имидж. То есть мы здесь должны ответить на 3 вопроса. Кто мы на самом деле? Что думает о нас клиент? И кем мы хотим быть? Как правило, если вы отвечаете на эти 3 вопроса и у вас 3 одинаковых ответа, то у вас очень хорошо с продажами. Но чаще всего бывает так, что я думаю о себе, что я медиатор, клиент обо мне думает, что я, там, не знаю, бесплатный юрист в суде, а кем я хочу быть? Я хочу быть консультантом номер 1 в стране и вне конкуренции. Да? И тут получается некий такой диссонанс. Почему я о себе думаю о таком, как о суперспециалисте, а клиент обо мне думает, что это не так. И очень важно, чтобы мы с вами научились строить имидж, бренд персонального консультанта, который бы соответствовал ожиданиям наших клиентов. Очень важно, чтобы то, как мы себя называем, то, как мы себя оцениваем, ровно так же клиент оценивал нас. Очень важно, чтобы мы были тем специалистом максимально профессионального уровня, кем хотим быть в будущем. И не ждать, когда мы станем там из вот этого, помните, мы эти оси рисовали, из одного квадрата в верхний право перейдем, а нет, а вот каждый день быть им. Все равно мы знаем, как работают лучшие представители рынка в профессиональном плане. Что нам мешает? Если нам это мешает в профессиональном плане, давайте доучиваться. Если нам чисто вот бренд не хватает, обращайтесь к маркетологам, они построят вам бренд. Если не хватает там знаний, как привлечь клиентов, построить, там, посчитать ценообразование, это пару курсов. Это все можно решить, нахвататься этих новых знаний и как можно максимально выгодно продавать свои услуги. Вот, то есть в идеале, когда вы отвечаете на, что это, можно ответить на 3 вопроса, все эти 3 круга должны объединиться в один круг. И тогда у вас будет гармония как по факту, и как и де юре, и де факто, да? Здесь есть вопросы, здесь все понятно. Да, вот мне интересно. Да. А как мы узнаем, что у нас думает клиент? Опросы. Прямо с ним? Да. Смотрите, у вас есть, как минимум, у вас есть сайт РСМ, который вы зарегистрировали. Они зарегистрированы же все же, да? Да. Вот. Там клиент будет выбирать среди вас того, кого он посчитает самым наилучшим. И вы можете выводить рейтинг лучших медиаторов, на которых наибольше идет спрос. Да. То есть объективно со стороны клиента, почему он выбирает того, а не меня. И я начинаю больше работать над этим. Да? Окей. Есть еще вопросы? Хорошо. Можно следующий слайд? Так, в чате у нас 2 вопроса, да? В чате было одно сообщение. Хорошо и правильно ответил Улан. Цените себя и свое время. Не проводите, пожалуйста, медиацию бесплатно. Идет только обесценивание профессии. Все правильно, да. Тем более у вас очень мало на всю страну, так что вы смело можете зарабатывать много денег. Так, назад. Ага. Следующий. Да, вот. Назад. Назад. Следующий. Все, да. При разработке ваших услуг, когда вы расписываете услуги свои и даете им стоимость, очень важно понять, что такое УТП. Сверху там написано «Уникальное торговое предложение медиатора». То есть УТП – предложение, которое выделяет среди других конкурентов. Ваша задача – привлечь клиента тем, чего нету у конкурента. Если реклама – это двигатель торговли, то УТП – это двигатель продукта.
То есть вы должны разработать, выработать собственную уникальность по отношению к вашим конкурентам, и именно вот это ваше отличие использовать в рекламе, переговорах, продажах, в оформлении своих соцсетей, сайта и все что угодно. Но для того, чтобы понять, в чем уникальность вашего продукта, вы должны в первую очередь понять конкурентов. В чем уникальность ваших конкурентов, в чем их, сколько стоят их услуги, почему они столько стоят, за что клиенты готовы платить. Когда вы задаетесь этими вопросами и вот этих табличках рисуете плюсики и так далее, вы сразу видите, где по отношению к конкурентам у вас недостатки, в какой области вам нужно себя, скажем так, прокачать и стать лучше. Представьте, что эти все, если все 350, да, сколько? 300 с лишним, 305 медиаторов будут стремиться к тому, чтобы улучшить свое УТП, у вас будет просто конкурентная война. В хорошем смысле, в хорошем смысле. Это сразу улучшает качество каждого из вас. Сразу вы начинаете мыслить, ориентироваться на рынок, на потребителя, искать все новые и новые способы улучшать свой продукт, свой имидж. Вы будете в этом плане постоянно развиваться, и это такой бесконечный процесс. А представьте, если когда у вас станет не 305, а 3000, и каждый из них пройдет курс по маркетингу, и будет еще самообразованием заниматься. То есть это будет очень интересная конкурентная среда, в первую очередь от которого выигрывает потребитель, ну и вы становитесь все сильнее, 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 сильнее. Если ваши конкуренты слабые, ничего не делают, не умеют, не хотят и сами себя ограничивают, то вы тоже не будете в этом плане развиваться. И то, что вы обмениваетесь данными, это ничего страшного, это наоборот хорошо. Вы будете от этого только выигрывать. Теперь, пожалуйста, вопрос к вам. Понятно ли, что такое ОТП? Да? Можете примерно хотя бы обозначить, в чем ваше ОТП? Не ваше, а именно вашего продукта. У кого какое мнение? Просто потому, что я так считаю, не вариант. Сразу смеются. Потому что меня мама любит, нет, так тоже не пойдет. Это должно быть объективно, да. Да, прежде всего это качество, да. Например, да. А как подтвердить качество знаний? Сертификаты, обучение. Вот есть центры, как я делал, да, там еще есть другие центры. Постоянно нужно повышать свою квалификацию именно в своем ключевой компетенции. Никогда... Да, во многих, в зависимости от того, в каком направлении вы собираетесь. Может быть, в коммерческой части, может быть, в уголовной части. То есть нужно прокачиваться и становиться конкурентоспособным, более конкурентоспособным. Человек, который читает 100 книг в год, он зарабатывает в 100 раз больше, чем все остальные. Да? У кого какие преимущества? Не думайте, что вас будут как-то конкурировать, это даже хорошо. Да, я у вас хочу услышать. Да. Как вы считаете, чем вы лучше на рынке остальных? Есть варианты, как вы считаете? Вот у вас, как вы считаете, в чем УТП вашего продукта, ваших услуг? Вот пусть слово «продукт» вас не вводит в заблуждение, можете его приравнять к слову «услуга». Это то же самое, только с английского. Поэтому это... Имиджевый, сложенный из... Бренд, да? Бренд, доверие. Сложенный, имиджевый, будем говорить... Образ. Да, образ. Ага. Потому что, во-первых, за вот этим имиджем, который уже есть почти у каждого. Да. У каждого есть, значит, друзья, во-первых, знания. Во-вторых, значит, есть друзья в разных сферах, да. Будем так говорить. Те
у которых человек может получить консультацию и потом решить поставленную задачу гораздо быстрее и Имидж и репутация, да? Да, имидж и репутация. Да. Это очень важно. Это номер один. Знание языков. Да. Еще какие УТП может быть? Психология, да? Глубокое понимание вот, поведения человека, да? Это уже навыки, да? Да. Хорошо. А в сравнении как это вы выявите, что я лучше коммуницирую, допустим? Это же очень... Все верно, да. Вы можете сказать, я номер один по количеству клиентов, да? Но они самые жирные. Да, да, да. Почему нет? Можно и одного оставить, да? Самое красивое в нашем городе, где 4 дома. Да, да, да. Смотря с кем сравнивать. Пожалуйста, еще варианты. Как вы считаете, в чем УТП вашего продукта? Давайте проговорите. Все проговорите. Может быть, на Zoom есть ответы? Эксклюзивность, да, например. Да, да, это может быть. Да. Алина Денежбекова пишет: нейтральная позиция, доверие населения. Ну, это очень условно, это очень условно. Нет, надо всегда... Да. Да, надо всегда повышать. Да. Как? Международная сертификация. Правильно, вот это очень круто. Если вы говорите, что вы обладатель международного сертификата, не знаю, имени чего-то, института какого-то, и вы являетесь единственным представителем этого сертификата, то это сразу играет в пользу вас. И вы можете на этом даже строить стоимость свою. Очень правильный ответ. Еще у вас. Так само в какой-то сфере. Кто-то там, например, 30-летний медиатор, и там 50-летний у кого-то там есть 20-25. И да, и нет. Уникальный, например, И да, и нет. Потому что, смотрите, здесь же нужно говорить о том, что вы какую результативность показываете. Да, у вас опыт там 50 лет, а результативность в чем выражается? Ага. Да, международная сертификация, я единственная в КР. Ой, Эльвира молодец, это она меня сюда пригласила. Она молодец, да. Доступность услуг. Доступность услуг. Есть такая стратегия тоже. Например, помните, мы смотрели пирамиду рынка, да? Если вы поставите самую низкую стоимость, это тоже бизнес. То есть к вам прибегут больше всего количество клиентов, и вы обслужите больше всего клиентов за год. Маржинальность будет низкая, но зато вы за счет объема можете больше заработать, да? Но здесь хорошо работает, когда вы работаете в команде, когда у вас там 10 медиаторов, да, и вы там по минимальной марже берете, я не знаю, сколько это будет, не знаю, по 500 может быть, и давайте штамповать, да, в течение года. Это тоже стратегия, это тоже нормально. Не всем, не обязательно всем стремиться к премиум и в люкс, да? Еще у кого какие варианты? УТП вашего продукта в чем может заключаться? А? Что это такое? Сарафанное радио. Это мы бы... Отвечать потребностям клиента таким, на которые другие, допустим, не могут. То есть браться за сложные проекты, да? Ну да, которые в рутине, например, даже никто не берется. А здесь вот берется... То есть узкая специализация, да? Да, возможно. Может быть. Например, это может быть там медиация там в горнорудке, да? Например. И только на этом... Я в медицине 0 у нас. Я понимаю, да. Выстроить свою репутацию на какой-то узкой специализации и индустрии, да? Вот да. Там мы там первые и единственные, да? Тоже вариант. Да. Вы отказываетесь осознанно от других клиентов и только с ними работаете, да? Тоже вариант. Все правильно, да. Еще?
Круто, да. Очень хорошо работает количество успешных закрытых кейсов, сложных кейсов, именитых кейсов. Я не знаю, я решил проблему там с кунтором или там, не знаю, с зарубежным инвестором, да? Или, например, вы можете хвастаться суммами денег, которые вы смогли сэкономить или выиграть в пользу, или там как-то разрешить, да? То есть я работал там в проекте там, на $1 миллион, там был спор, да? Наверное, о сумме легче говорить, чем о названии клиента, который... Если это конфиденциально, да, то есть тоже можно, это тоже может быть УТП. Наша уникальность в том, что они могут прийти и сохранить свою конфиденциальность, и никто даже не будет знать, что они у нас. Все верно, да, да, есть такое. А в суд, если придет, уже конфиденциальности нет, да? Хорошо. А можно следующий слайд? Для чего нужно ОТП? В первую очередь привлечь внимание клиента, выделиться среди конкурентов, эффективно продавать свой продукт. Например, новый продукт, то, о чем мы с вами говорили, да, единственный владелец продукта. Спеццена, то есть нам говорили, либо самая низкая стоимость, там тоже можно зарабатывать, либо новый формат работы. Это просто не все примеры, это просто как бы основные. Например, вы можете работать онлайн на зарубежный рынок. Или там, не знаю, какие-то другие форматы работы, которые нет у ваших конкурентов. Тоже может служить в качестве ОТП. Можно следующий слайд? Теперь берем и давайте будем создавать свое собственное ОТП. Помните, мы рисовали таблички? Да? То же самое. Слева столбец «Моя компания», «Мои услуги» и «Услуги конкурентов». Пишем не все услуги, а только УТП ваших услуг. Да? Если их нет, просто можете не писать или минус ставить. А так прописываем. Хорошо, давайте. В чем уникальность ваших услуг? Перечисляем. И уникальность услуг ваших конкурентов. Давайте проведем это сейчас. Надо знать. Знать, дружить, анализировать, шпионить. Это рынок. Мы закон не нарушаем. Она чистая. Мы, получается, как бы вот не в ведении остаемся. Да, да. Это все справедливо. Помимо того, что сверху знаешь, ориентироваться, владеть этой информацией. Получается? Спросите. Спасибо. А я в конце дам этот. Улан Мухаммед, вон у меня мое имя. Можете набрать. Да. Да, Улан Мухаммед, я выйду. У вас получается? Мне бы, конечно, вот из вот этого вот всего, мне, конечно, очень интересно. Ага, что это? Авторское право. Ага, круто. Это ваше УТП? Хорошо, хорошо. Теперь пропишите УТП ваших конкурентов. Точно? Хорошо. Хорошо. Хорошо, сейчас. У вас... А у меня нету, я не знаю, анализ конкурентов. Смотрите, давайте исходить из собственных услуг. У вас есть определенная услуга. Их должно быть больше, чем один. Да. Да. В чем преимущество ваших услуг? Услуги. Высококачественные. Пишем. Высокое качество. И прописываем конкурентов. В чем уникальность ваших конкурентов? Точнее, уникальность продуктов ваших конкурентов.
адвокат. Мгм. Мгм. Даже высококачественные. И еще несколько. Или только по одному прописали? Нет, ну других, можно других там. Можно предыдущий слайд? Какой? Вот такой. Что? Можно назад? Сейчас. Назад. Назад один слайд просят. Ага, вот. Этот слайд. Это вот те же услуги рассказать, которые мы до этого. А нет, не услуги, уникальность услуг. Именно в чем заключается? Да, не саму услугу, не само наличие услуг. Но по тем, которые вы расписали до этого. Да, в чем их уникальность прописываем. И сразу прописываем конкурентов. Если не знаем, можете просто прочерки ставить. Но лучше всего, конечно, знать. У вас есть конкуренты? У меня Да. есть. Ну вот вы знаете, что дальше. Иногда мы сотрудничаем, иногда конкурируем. Да. Ну как вам это помогает? Это помогает мне постоянно улучшать услуги. Вы Я вот, примерно знаете их стоимость. да. Дальше. Бывают ситуации, когда мы какие-то тендеры объявляют, и я примерно знаю, почему я не прошел, например. Ну мы все знаем, как проводится. Нет, давайте брать именно такой вот прозрачные, такие чистые тендеры. Да? Я знаю, почему я не прошел, и я начинаю уже как-то злиться, страдать и работать над тем, чтобы лучше делать свою работу. Вот это, да, вот это подстегивает того, чтобы когда кто-то лучше тебя это делает, это вот прям чувствуешь конкуренцию. Хорошо, получается? Закончили? Да, следующий слайд. Я просто ориентируюсь. Хорошо, можно следующий слайд? Так, вот здесь прописали все? Да? Хорошо, можно следующий слайд? Давайте теперь оценим все, что вы написали. Вот вы говорили, да? Знают ли об этом мои клиенты? То есть вы прописали свое УТП своего продукта. А знают ли ваших преимуществ ваши клиенты? Вопрос. Это важно ли для ваших клиентов? То, что вы считаете уникальным. Может ли ваша уникальность привлечь внимание клиентов? Да. Может, да? Есть ли аналог на рынке? Есть. Легко ли скопировать? Уникальность? Нет. Нет. Долгосрочна ли ваша уникальность? Да. Долгосрочность? То есть, исходя из этих вопросов, мы принимаем решение. Если об этом не знают мои клиенты, то это не УТП. Вы его просто в голове держите. Соответственно, это нужно доносить до ваших клиентов. Именно ваше преимущество вашего продукта. Второе. Важно ли это вашим клиентам? Бывает так, что мы о себе очень высокого мнения, но это вообще не нужно моему клиенту. Ну вот объективно. Или он просто не продается. Может ли это привлечь внимание моих клиентов? Я разрабатываю на этом, да или нет? Есть ли аналог на рынке? Если есть аналог на рынке, то, скорее всего, есть конкуренты, которые за то же самое привлекают клиентов, за тот же самый уникальность, за ту же самую уникальность. Если есть такой аналог на рынке, то это уже не УТП. Надо его дорабатывать и улучшать, потому что двух уникальных людей там не бывает. Двух номер один тоже не бывает, да? Почему? Говорится, номер один.
Ну, они же так себя, о себе так думают. Я тоже могу о себе думать, что я космонавт. Никто не мешает, поверьте мне. Но я по факту не становлюсь же. Легко ли скопировать вашу уникальность? Нет, да? Это хорошо, значит, вы прям очень держитесь. Долгосрочно ли это? Насколько долго вы можете за счет этой уникальности зарабатывать? Да? То есть появляются новые тренды, новые клиенты, новые запросы, да? Да, то есть это говорит о том, что вам тоже нужно постоянно мониторить, что происходит на рынке, что происходит у конкурентов. Что можно предложить нового, чего еще пока что на нашем рынке нету, но есть на зарубежных рынках. Скорее всего, мы тоже дойдем до этого уровня. Это прям хороший показатель. Да, у вас вопрос? Да. У нас кто-то пишет в чате, да? Ей нужно в аэропорт. Спасибо, Гульсина. До свидания. Хорошо. Можно следующий слайд? Вы прописали свое УТП? Да? Да, примерно. Теперь, смотрите, нужно, чтобы оно стало выгодой. Что такое выгода? Выгода – это то, что получает клиент в результате оказания ваших услуг. Я понятно объяснил? Да? Ваша уникальность, какую выгоду она дает для клиента? Вы предоставили услугу свою уникальную, клиент ее получил. Какую выгоду он от этого получил? Еще? Ну да. Выиграл то, что он хотел. Еще? Если бы не нашел нашу уникальность, то он это бы не решился вопрос. Конфликт там или еще что-то. Или сэкономил деньги, да? Да, а если это довести до клиента, как довести до клиента свою уникальность? Уже стесняетесь. А почему вы стесняетесь? Почему вы не стесняетесь? У вас же есть Инстаграм. Вот надо его расписывать именно ваши уникальные торговые предложения. Это очень важно. Вот эти 3 кружочка, помните? Вот то, как мы о себе думаем, и то, как думает клиент о нас, чтобы они были, ответ был одинаковый. Поэтому нужно в этой области очень сильно работать. Да, у вас получается выгоды. Выгоды. Вы смогли сформулировать выгоду для клиента? Уникальность вы узнали свою. В чем выгода для клиента? Бывает так, что вы уникальны, но никому не нужны. Ну, почему? Бывает. Не согласна, что никому. Ну да, маме мы нужны. Да, маме мы нужны, да. А вот с точки зрения бизнеса, для какого клиента, какую выгоду вы ему несете? Вот это очень важно. Правильно. Это очень важно. Это очень важно. Экономия времени, экономия денег и экономия нервов. Да? Это можно... Да. Вот это вот прям... Да. Вот эти вещи очень важно, чтобы вы при рекламе своих услуг именно эти вещи говорили. Не с точки зрения так, как вы считаете вашу уникальность, а с точки зрения выгоды для клиента. И тогда он вас поймет. Кто вас обучал в Инстаграме себя позиционировать? Нет, я переезжаю как-то просто нас. Он сразу сказал нам, когда на лекцию приезжал у нас один тренер с Германии, сказал, я уникальный. Мое время стоит 500 евро в час, я лучший. Когда я растете до моего уровня, будете зарабатывать столько же. Это первый тренер. Я вдруг сразу в голове остался. Он говорит, я лучший, не стесняйся, да? Немец, он же не Да, Да. я лучший.
Хорошо. Все расписали выгоды. У всех получилось. У кого не получилось? Ой, а я что-то говорю. Распишите, распишите. У кого не получилось? Понятно, да, что такое выгода? Расписали? Хорошо. Можно следующий слайд? Очень важно, чтобы вы для себя определили, как вы будете объяснять клиенту, кто такой медиатор. Например, я в интернете нашел следующее определение. Медиатор – это третье нейтральное, независимое лицо, посредник, примиритель, помогающий сторонам разрешить имеющийся конфликт либо спор. То есть, когда при работе с клиентом вы должны очень простыми словами быть способны объяснить. Очень простыми, потому что медиатор для меня до сегодняшнего дня это был музыкальный инструмент. Да. Поэтому либо вот вы сегодня сказали медиумы, да? Вот. Медиумы, которые гадалкой, да? Нет, не медиум, сейчас я немножко начинала, если не можно добавлять. Когда начинала этой темой заниматься, да, я намекнула, вот я нашла. Оказывается, значит, медиатор, это был, значит, это еще в Древнем Египте. Хорошо. Там, значит, медиатор это тот, который, значит, умел свести, это торговля, умел свести две стороны. И если они, значит, были разноязычные, значит, у него для того, чтобы он, значит, мог, значит, договориться, значит, произвести договор, значит, у него на плече была татуировка, значит, попугай. Круто. Если он был, значит, с одним языком, у него был попугай с одним крылом. Если он был многоязычный, у него был попугай с двумя крылами. Круто, круто, круто. Но да. это не медиум, это именно посредник. Медиатор, да. Как? Смотрите, очень хороший. Вот будем говорить, в той древней истории, будем так говорить. Вот медиум, это у них это отдельная история, и они медиатор, именно это слово медиатор, не медиум. Ну понятно, смотрите, это другое. Очень хороший пример того, как человек мог себя очень простым способом объяснить, да? То же самое вы для себя найдите простой способ в двух словах и используете его постоянно вот, как для того, чтобы продавать услуги. Потом вопрос, что такое медиация? Да? Например, здесь написано профессиональная деятельность в области альтернативного разрешения споров. Вот назовите его так, либо иначе, либо по-своему, но надо уметь это очень простым языком объяснять. Вот если вы сможете это объяснить там, хотел сказать маме своей, ну вот маме своей, вот, которая там очень далека от этого. Или там сыну там, допустим. Бабушки своей, да, там, то... Интересно, я маме своей в свое время, когда начинала, я ей объяснила, потом, когда в интернете смотрела, она мне всегда говорила, а ты мне лучше объяснила. Они не вот, понятны. правильно, да. Например, в этом определении мне нравится слово разрешитель споров. Посредник, примиритель, мне нравится слово, примиритель. Вот примиритель они не понимают, вот именно да? в той исторической раскладке примиритель нет. Ну вот сейчас, например, мне... Да. Можно я добавлю чуть-чуть, да? Потому что примиритель, они там не понимают, значит, там испанские войны, я чуть уже ближе, значит, там не Египет, там испанские войны. Значит, именно вот в качестве, значит, медиатора, значит, выступали монахи. И причем, значит, вот испанские войны, которые постоянно Испания вела, значит, корабли и все остальное, значит, монахи, значит, для того, чтобы привести к какому-то договору, значит, там стороны, один был случай, когда до 3 часов вина убили. Хорошо, смотрите, здесь очень важно, чтобы суть ясна, да, что вы использовали простым языком объяснить свою... Да. Когда, я помню, работали над законом, и вопрос стоял, сказать медиатор или посредник, то пришли к выводу большинством голосов, что слово посредник
у нас в нашей аудитории не пройдет. Потому что понимание о посреднике совершенно другое. Ты идешь и там решаешь вопросы другими способами. Поэтому оставили слово медиатор в законе, чтобы у людей не было двузначного понимания. А уже потом, после, когда на это войдет, может быть, когда-нибудь посредник. Потому что, допустим, Америка, они медиатор вообще не говорят, у них посредник. Хорошо. А примирители здесь тоже не подойдет. Потому что мы не верим, мы помогаем решать конфликт. Им самим принять нужное решение. Хорошо. Суть ясна, да? Например. Как довести такими словами? Хорошо. Можно следующий слайд? Да. Да. Что вы делаете? Надо Улан стопник читать, у нас 18:00 завершится. Да, да, 18:00 мы постараемся завершить вовремя. Что делает медиатор, то есть деятельность, в чем заключается? Помогает сторонам выбрать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по регулированию спора, условий его разрешения. В общем, вы для себя тоже определите деятельность, как вы его преподносите. Потому что если вы не сможете объяснить, что это такое, вы не сможете это продать. Какая бы она супер выгодная ни была. Поэтому простыми словами максимально доносите, и вам будет легче ее продавать. Да? Понятно? Хорошо. Можно следующий слайд? Так, у нас, смотрите, всем видно, да, что там написано. Есть два способа работы с клиентом. У нас в зале они оба представители этих двух способов присутствуют. Слева направо красный – производственные возможности, то есть сколько услуг вы можете воспроизвести. Какие услуги вы можете воспроизвести. Дальше производство услуг уже основывается на ваших ресурсах, то есть время, деньги, профессионализм, опыт и так далее. И в конце это доходит до потребителя. То есть первый способ – это от производства, от ресурсов. Ясно, да? Основываясь на собственном опыте. Вот это вот первый случай. Второй – основывается на нуждах и потребностях клиента. Не всегда услуга бывает так, что она у вас есть, но она нужна для клиента. Соответственно, мы смотрим на возможности рынка, дальше идем на производственные возможности, наши собственные, дальше воспроизводим услуги, необходимые рынку, и доходим до целевого потребителя. Понимаете разницу? В первую очередь, первое красное – это вы ориентируетесь на собственные ресурсы. Второй способ – вы ориентируетесь на нужды клиента, да? На потребности. Не всегда эти услуги могут совпадать. Бывает так, что, возможно, будет так, что клиент к вам пришел с запросом на определенную услугу, а вы в силу своих компетенций не можете его предоставить. Это нормально, но это не значит, что вы должны отказываться от этой услуги, от этого клиента. Вы начинаете находить другого человека и начинаете уже в группе с ним предоставлять услугу. Очень важно, чтобы вы могли исходить от запроса клиента. Я правильно доношу? Понятно, да? Если вы начинаете работать только в рамках своей компетенции, например, вы говорите, у меня только одна услуга, она универсальная, все для всех. Так не бывает. Нужно исходить от нужд клиента и в зависимости от нужд клиента уже разрабатывать новые услуги. Понимаете, да? Окей. Есть вопросы по этому слайду? Если сегодня нет большого востребованности медиатора, то получается просто себе готовим будущую площадку в случае конфликта, правильно? И это тоже. И это тоже. Хорошо? Понятно здесь? Хорошо. Можно следующий слайд? Работаем, рисуем табличку. Вот эта таблица у вас есть или ее нету? Есть, да? Смотрите. Пишем слева столбец услуги конкурентов. Мы уже их знаем, миллион раз прописывали, да? Услуги. Без УТП, без ничего. Просто
Услуги конкурентов пишем. Посередке пишем нужды наших клиентов. И последний столбец – мои услуги. Чем больше пропишите, тем лучше. Все ваши услуги. Пишем все. Пишем все. Да. Так, в Zoom там все всем понятно, да? Если в Zoom, ребята, вам непонятно, пишите, мы читаем. Все понятно, спасибо. Да, ага, давайте. Услуги конкурентов мы уже расписывали ранее, знаем. Свои услуги тоже расписывали, знаем. Да? Посередке нужды клиентов. С какими запросами приходит к нам клиент? Получается? Да. Да, и чем все кончилось? У него все отобрали и посадили. Я имею в виду в сфере продаж. Продаж? Ну, смотрите, это же не самый лучший пример. Он же продавал дешевые. Ну если будет аморальными, то, конечно. Тогда да. У вас получается? Он продавал дешевые акции, которые никакой выгоды не несут же. Там больше про навыки продаж, скорее всего. Да? Окей. У вас получилось? Получилось? Все расписали, всех получилось? Да? Теперь делаем выводы. Смотрите, наши услуги соответствуют нуждам клиентов? Услуги конкурентов соответствуют нуждам клиентов? Да? Не, ну это мы делаем, а соответствует это нуждам клиентов? Соответствует? Точно? У всех соответствует? Не соответствует? Почему? Если вот это есть услуга и нету, да, то есть если есть нужда, то нету поставщика, тогда надо разработать новую услугу, да, суть именно в этом. У вас то же самое, да? У вас получилось? А ваши услуги? Хорошо. Они соответствуют нуждам клиента? Нет, ну вот по факту они соответствуют нуждам клиента? Это хорошо. Хорошо. У вас получилось? Да. У вас прям много, да? Не, у меня нормально там вливается. Прям вы это. У вас ваши пазлы у меня сошлись. Сошлись, хорошо. Мне не надо спрашивать вас что-то, да? Вы же номер один. Хорошо. А где ваши конкуренты и эти? У вас такая ситуация, будто клиенты много просят, но некому предоставить эту услугу. Это о чем говорю? Вам нужно новые услуги запускать, чтобы соответствовать нуждам клиентов. Либо мы без хлеба останемся тогда. Понимаете?
Хуже всего, когда у нас очень много услуг, и они не соответствуют нуждам клиента. То есть каким-то образом мы придумали, разработали услуги, которые не востребованы. Вот так. Более-менее ситуация, когда нужд много, а услуг мало. Мы еще можем успеть разработать новые услуги, еще посмотреть у конкурентов, есть они или нет, и быстренько изменить ситуацию. У всех получилось, да? Хорошо, едем дальше. Можно следующий слайд? К тому, чтобы ваши услуги... Больше, а их не запрашивают. Тогда что? Закрывайте эти услуги, они никому не нужны. Еще убирать? Да. Зачем тратить на это время, деньги, усилия? Может быть, они прочитают, в этом не спрашивают. Нет, сперва происходит проблема, а потом запрос. Я думаю, я напишу перечень, а они прочитают, потом подумают. Мы должны исходить от нужд клиентов. Если... Их надо принуждать. Вы не медиатор тогда, вы какие-то силовые органы уже какие-то. Для этого есть МВД и ГКНД, поверьте мне. Вот. Хорошо, всем все понятно, да? Хорошо, можно следующий слайд? Нет, не на листочках, а здесь. Если ваши услуги соответствуют потребностям, запросам клиентов, то довольные клиенты готовы тратить больше денег. Довольные клиенты не нужно предлагать скидки. Довольным клиенты будут создавать вашу репутацию бесплатно. Они делают вам рекламу, они рекомендуют им. А довольные клиенты будут пробовать ваши новые услуги с большей охотой. То есть нет вот этого вот сомнения. Да? Довольные клиенты дают искренние советы по улучшению ваших собственных услуг. То есть вы вместе с клиентами создаете новые услуги, дорабатываете их, может быть, по срокам, может быть, по стоимости, может быть, там, не знаю, как-то еще, но они помогают вам улучшать ваши же услуги. Понятно, да? Да, ладно, я согласна со всем, кроме первого. Довольные клиенты готовы тратить. Почему? А потому что никто не хочет вообще нисколько тратить. Слушайте, по возможности все хотят получить как можно. я думаю, вы просто не с теми клиентами работаете. Нет, я просто какие-то попадаются. Да. Нет, я просто не видела людей, которые хотят тратить больше. Дело не в том, чтобы тратить больше, а в том, чтобы разрешить свою ситуацию спорную. А если он... Да, а за это он готов... Да, это сформулировано, потому что я не видела. Хорошо. Есть вопрос? Нет, с этим я согласна. Но то, что он готов тратить больше, только потому, что он доволен. Вы ему даете покой, он спокойно спит. Так, или он будет по судам ходить? Да. Или же он... Заплати налоги и спи спокойно. Все верно, все верно. Да. Все понятно, да? Есть вопросы? Можно следующий слайд? Смотрите, из чего образовывается услуга, то есть ее стоимость. Первое, вы должны всегда считать свои затраты. Максимально закладывайте свои затраты. Есть три способа: от затрат, от рынка и от бренда. Если вы, это не значит, что вы можете выбрать один из трех, в зависимости, которая из них лучше всего приживется на рынке. Но чаще всего используют от затрат. То есть я трачу на вас столько-то времени, равно столько-то стоимость. Да. Либо вы говорите от рынка. Неважно, сколько вы тратите на меня по времени, в среднем по рынку моя стоимость она такая. То есть если рынок падает, я тоже падаю.
Если рынок растет, мы тоже растем. А для этого нужно постоянно мониторить конкурентов, чтобы знать среднерыночную стоимость, чтобы не уйти в один момент, стать не самым дешевым и не самым дорогим. Если вы знаете диапазон цен и присутствуете ровно посередине, вот это вот вторая стратегия. Третье, вы делаете бренд, для этого нужно время, репутация, имидж и так далее. И уже говорите, я бренд, я лучше всех, поэтому я столько стою. Поэтому все три способа имеют право на жизнь. Можете переходить от одного на второй, третий со временем. Конечно, лучше всего, когда от бренда. Когда люди готовы переплатить за то, чтобы работать именно с вами за счет вашей хорошей репутации. Да. Если, например, твой бренд разрушил какой-то твой конкурент, Да. на публику, Да. Надо восстанавливать свой бренд. Это же долго. Долго, но это самое главное. Надо восстанавливаться, судиться, тратить на это деньги, время и возвращать свою репутацию. А может быть, его патентовать можно сразу? Как вы это запатентуете? Если это был бы товар, вот ручка была бы, да, можно было бы ее запатентовать. Но это же услуга же. Не, например, если будет какая-то компания, которая будет специализироваться на этом, там можно же... Нет. Не, свою, вы имеете в виду, это имеете в виду. Конечно, бренд можно, бренд, название, все можно. Но это больше делается для того, чтобы вас не копировали. Чтобы вас не копировали. Вот больше для этого делать. Да, бренд-медиатор строится... Да. Ваше имя, это ваше имя, фамилия, это ваш бренд. Да? Это вот нужно понимать. Конечно. Но если вы считаете, что вас незаконно очернили, то для этого есть статья. Не знаю, коллеги вам могут помочь, то надо восстанавливать репутацию. Все верно. Да. Можно следующий слайд? Точки продаж услуг медиатора. Где вы продаете услуги? То есть сделка сама где происходит? В офисе медиатора. Ходи. Еще? Нейтральная территория. Да, вот вы где предоставляете услугу? С клиентом где работаете? Это может быть офис, это может быть офис ваш, либо офис клиента. Это может быть... Да, нет, по отдельности вы же встречаетесь же, да? Да, вы же отдельно. Это может быть нейтральная территория, но там есть тоже риски, да? Онлайн тоже можно, но там тоже есть риски. И еще самое последнее, что? Как вы считаете? Есть такая практика, я ее вычитал, тайная комната называется. То есть это те случаи, когда оба клиента дорожат репутацией, чтобы никуда она не вылезла, да, информация, что они судятся либо спорят. И они очень высокие требования предъявляют, чтобы в закрытом режиме она проходила. То есть доходит до того, что есть специальные комнаты, где нету сотовой связь не ловит, где нет глушилки стоят, где стоит охрана, где там нету видеокамер, есть только вот глухое пространство, где есть только вот две стороны, и они туда именно приходят, такая нейтральная, такой вот сейф, да, откуда невозможно если степень риска очень высокая, то вот такие даже вот тайные комнаты создают, чтобы там произвести вот эти вот все процедуры, услуги и так далее. Ну, я думаю, у нас, я не знаю, в вашей практике это было, нет? Нету, да? Нет, ну, то есть, если да, они не должны себя сильно. Да, ну вот, потому что есть риск того, что, например, если онлайн, то могут записывать, да? Если публичное место, то может подсматривать кто-то. Ну, то есть, если максимально... мы же не знаем, что... Да, тогда эта комната переговоров тоже должна стать тайной комнатой. Ну, может быть, да. Да. Ну, мы же обычно просим отключить телефоны. Да.
Ну да, но это уже от аудитории будет зависеть. Если они начнут предъявлять такие требования... Хорошо, давайте, у нас мало времени осталось, быстренько дальше пойдем. Здесь все понятно, да? Да, всё Можно следующий слайд. Как вы должны продвигать свои услуги? У вас обязательно должен быть персональный веб-сайт. В наше время это стоит буквально ничего. Можно обратиться вон к вашей коллеге, она сделает вам сайт. Вы сможете сделать сайт? Нет, смотрите, мы сайты не делаем, Ага. но я рекомендую всем развивать свои соцсети. Сайт, Все правильно. но его не нужно делать, просто тратить время. Нет, я бы поспорил. Вот если вы сделаете сайт и хорошо его оптимизируете под поисковые запросы, один раз это сделаете, можно... Нормальный Инстаграм, Фейсбук, Линк, Ну и все же в соцсетях. Можно сделать... Нет, можно совмещать. Можно совмещать. Если рассчитывать только на коммерческую медиацию, то это да. Вы- А если рассчитывать на другую, у нас большая часть аудитории вне Ну и сети. коммерческое то же самое. Да, не все в сетях. Поэтому тут надо разнообразно. Обязательно, я считаю, что можно совмещать. Делайте свой сайт, это дешево, это прям легко делается. Просто знающему человеку закажите, он вам все сделает. Вас сейчас вся информация люди будут искать не в справочниках, книжках, а в интернете. Поэтому что соцсети, что веб-сайт, вам нужен свой собственный сайт. Желательно своего имени. Я не знаю, Иванов КГ, Иван Иванова и так далее. Вот это вам поможет. Второе. Веб-сайты партнеров, то есть РСМ. Да? Вы должны там обязательно тоже присутствовать, потому что сайт сам тоже продвигает сам себя, и вас тоже будет автоматически продвигать. Ссылки на ваши профиль, на ваши ключевые имя, фамилия тоже там будут вводиться в запросах. Соцсети я просто вот по умолчанию. Если у вас нет, то это прям ошибка. Не то чтобы желательно, просто обязательно. Эти 3 соцсети, ну можно еще YouTube включить для образовательных целей. Instagram, Facebook, LinkedIn, вот 3 первые обязательно заведите, настройте, заполните профили и так далее. Обязательно попробуйте, может быть, с помощью журналиста, это легче всего, написать профессиональные статьи для отраслевых сайтов и новостных сайтов. Очень, да, да. Эксклюзивная информация. Если Да. хотите ей поделиться, обращайтесь, мы постараемся сделать вам канал выхода на... Да, да. Например, очень хорошо себя рекомендует вот этот Biggins, юридическая фирма. Она говорит, мы оказываем бесплатные юридические консультации. И у них прям просто вот куда ни зайдешь, с кем не поговоришь, у всех это на слух. Это хороший пример того, как они смогли монетизировать за счет бесплатных услуг, монетизировать все свой бренд и так далее. Поэтому обязательно попробуйте писать профессиональные статьи. Не обязательно самому это писать, просто назначить журналиста, он будет сам брать у вас интервью, и получится хороший материал. Да? Потом его можно либо бесплатно, либо платно, это уже в зависимости от возможности. Обязательно публиковаться на новостных, либо отраслевых сайтах. Почему? Потому что, опять-таки, когда вас будут искать в соцсетях, в Гугле, чтобы ваше упоминание вашего имени, фамилии на этих сайтах, она будет выходить. И это придает больше веса для вашего имиджа и бренда. Ну и вот участие в телерадиопередачах это тоже обязательно нужно. Если есть возможность, обязательно дружите с журналистами, с телевизионщиками, со СМИ, чтобы попадать. Очень много сейчас про правонарушения можно говорить, про свои услуги можно говорить. Можно платно, можно бесплатно, но для этого есть все возможности. Плюс все, что происходит на телевидении, сейчас вам даются записи бесплатные. Можете их загружать в свои соцсети, в свои ютубы и в будущем сохранять, использовать как рекламу. Это как рекомендация. Понятно, да? Можно следующий слайд. Как вы продаете свои услуги? Как минимум у вас должна быть визитка. У вас есть визитка? Да. Есть. У вас должно быть коммерческое предложение, если вы работаете с бизнесом. Есть? Нужно его сделать. У вас должен быть договор, презентация. Вы должны уметь хорошо презентовать свои услуги.
Прям вот на слайдах, PowerPoint можете использовать. Можете попросить кого-нибудь сделать. Обязательно. Обязательно должно быть портфолио, то есть это список успешных дел, проектов, дела, которые вы завершили. И рекомендательные письма. Рекомендательные письма от предыдущих ваших клиентов, которые тоже помогают вам бесплатно продавать и продвигать ваши услуги. У кого есть визитки рядом? Это хорошо. Потом можем обменяться, да? Хорошо. Можно следующий слайд. Это хорошо, да. Следующий слайд. Потом поменяйся, да. Следующий слайд. Да. Сколько стоит ваш клиент? Я видел, кто-то там уже начал заполнять. У вас есть раздатки. Те, кто нас смотрит в Zoom, можем с экрана списать, переписать вот эти вот слова, предложения. И вот где пропуски, пишем цифры. То есть в среднем новый клиент будет покупать у нас сколько лет? Вот у нас была коллега, которая говорила, сколько лет мы вместе работаем. Где она? Хорошо. Пишем в среднем, сколько лет с нами здесь работает клиент. Это вот верхний пробел. Цифры пишем. Дальше. Каждый год в среднем он будет покупать у нас сколько заказов? Количество пишем. В среднем. Дальше. Средняя стоимость заказа в суммах. Сколько пишем? Понятно все? Средняя стоимость. Не берем самую дешевую, самую дорогую. Среднюю стоимость. В суммах пишем. Сколько это стоит? Написали? Написали? Просто мы же примерно пишем. Мы точно не знаем, мы же примерно пишем, да? Ага. Пишем. Пишем в среднем сколько? Пишем. Написали. Потом взяли все три эти цифры, умножаем. Да. Можно следующий слайд. Примерные расчеты должны выглядеть так. Количество лет, которые клиент будет с нами работать, 10. Это я условно взял. Количество заказов клиента в течение 1 года, я условно взял 20. Стоимость одного заказа в среднем в районе 5000. И все это умножаем. Сколько выходит у вас? Прям как у меня есть, на кто голос. Пишите сколько. Умножайте. Пишите. Сколько у вас вышло? У кого сколько вышло? Да, назовите. 60. Не, сумма. Одного. Да. Да. Получилось? У кого какая сумма вышла? У кого какая сумма вышла? Посчитали? У вас сколько вышло? 1000. Вот это финальная вышла 1000? Вот это? Не может быть. Да, умножьте вот эти три цифры, умножьте теперь. Друг на друга умножьте. Ага. Пишите 500 000, да. Финально 500 000. Да, еще у вас сколько вышло? 120 000, классно. У вас 15 000, маловато. Еще 60 000, маловато. 3 миллиона, молодцы. Еще? Помогите ей, как умножить. Посчитали? Или мы обходим вас? Меня обходим. Ну, это же от меня? Конечно. Хорошо, посчитали? 20 000? 2000? 20 000? Маловато. Хорошо. Все посчитали? Смотрите, суть в чем?
Суть в чем? Суть в том, что когда вы видите, что стоимость одного заказа 5000 сомов, на самом деле не 5000 сомов. Стоимость одного клиента – это 1 000 000 сомов. И вы должны понимать потенциал роста этого клиента. Понимаете? Возможно, это будет ваш партнер, который там закидывает вам клиента. Это может быть другой медиатор. Это может быть клиент, у которого там много бизнесов и так далее. Но нужно уметь считать, сколько этот один клиент за всю жизнь принесет вам. И когда вы знаете, что клиент стоит не 5000 сомов, а 1 000 000 сомов, у вас резко меняется отношение к этому клиенту. Да? Все правильно. А представьте, таких клиентов у вас 30-40. И каждый из них у вас будет приносить за всю жизнь по 1 000 000. Это стоимость вашего клиента. Соответственно, если у вас очень низкая стоимость клиента за всю жизнь, то нужно с этим что-то делать. Либо мы работаем над тем, чтобы он частоту его обращений, либо стоимость услуги. Да? Да. Написано второй пункт. Количество заказов от клиента. То есть Да. насколько он будет мотивирован часто приходить, и это, то есть не возникнет, что наоборот, что слишком много Как дойную корову из него сделали. Да? Почему? Если вы зарекомендовали себя как эффективного медиатора, он будет только с вами работать. Ему какая разница, кому денег? Да. Тем более вы уже имеете успешный опыт с ним. Ему лучше вам довериться, чем нового искать. Неправильно думаем. Мы думаем, что он один и тот же будет ходить. А тут факт тот, что он кого-то там пришлет, кого-то что-то рекомендует. Потому что один 20 конфликтов за год у одного. Хорошо. Всем понятно, да? Давайте завершим тогда уже. У нас время. Можно следующие слайды? Быстренько. Можно следующий слайд? Модератор, можно следующий слайд? Быстренько, да? 5 способов улучшить обслуживание. Они бесплатные, они самые простые. Нужно понимать, что мы с вами люди услуги, люди сервиса, не люди товара. Наш с вами товар на ногу не уронишь. Его можно только прочувствовать. Если товары потребляются, то услуги переживаются. Ваши услуги, они переживаются. Соответственно, мы должны наполнить его эмоциональным контекстом. Да? Обязательно здороваемся с клиентом по имени. Обязательно улыбаемся при встрече. Особенно это чувствуется, когда вы разговариваете по телефону. Пробовали разговаривать, улыбаясь, да? Это вот любимым только работает. Говорите спасибо и пожалуйста всегда и за все. Это тоже работает. Всегда извиняйтесь, если есть проблема. Неважно, где справедливость, кто виноват. Нет, мы должны к этому относиться с точки зрения репутации. Если мы всегда сможем просить прощения и убеждать людей и благодарить, то мы работаем над своей репутацией. Ничего личного. Да? Ну и делайте прощание теплым, то есть надо благодарить. Да? Можно следующий слайд. Каждую разберем быстренько. Есть примеры того, как к людям обращаются по имени. Есть такая кофейня Starbucks. Она пишет имена клиентов на стаканчиках, когда вы покупаете кофе. Это очень прям персонализирует. Вы его не выбросите в мусорку. Это вот будет долго. Сотовые операторы, когда рассылают смс-ки, они обращаются к вам по имени. Неуважаемый абонент? Нет. Уважаемый, там, имя, фамилия и так далее. Это сразу идет, вы начинаете дочитывать это сообщение. Следующий слайд. Вот этот вот зеркальце я сфотографировал в одном из сотовых компаний в колл-центре. Вот это вот зеркальце, она стоит у операторов колл-центра. Для чего он ее поставил? Для того, чтобы они постоянно видели, что они улыбаются во время разговора. Да. Если ты хмурый, разговариваешь по телефону, это чувствует клиент и сразу ощущается уровень сервиса. Их требование, чтобы они улыбались во время разговора по телефону. Компании огромные, такие как Билайн, Мегаком и Ошка, они используют вот такие вот технологии для того, чтобы человек видел себя во время разговора телефона. Поэтому это тоже используем. Дальше можно? Ну и говорим спасибо, пожалуйста, всегда и во всем. Этого не надо вам учить, да? Понятно. Дальше.
Если вы накосячили, если получилось так, есть еще такая техника sorry купоны. Sorry купон – это компенсация за то, что вы или ваша компания не смогли сделать так, как хочет клиент. Да, вы просто скидываете ему в электронном виде такой sorry купон и говорите, тебе скидка, я не знаю, 10, 20, 50% на следующую услугу. Извини за то, что вот это произошло. Все, он уже не скафнит, никому не пишет, в соцсетях не жалуется, и у него уже есть некое чувство того, что на него обратили внимание и поработали с ним. Да? Следующий слайд. Очень важно запоминается последнее ваше слово в вашем прощении. То есть вы должны выработать свое фирменное прощальное слово, чтобы она работала на вас. Дальше. Если все, что мы прошли сегодня, вы сделаете правильно и в правильном последовательности, то у вас будет очень высокая лояльность к вашему бренду персональному, уникальная позиция на рынке, устойчивая конкурентоспособность, лидерство и рост продаж. Самое главное. Мы закончили. Спасибо. Можно следующий слайд. Если отсканируете этот QR-код, можете на меня подписаться. Я очень много полезного контента делаю на Инстаграме по маркетингу. Есть вопросы? Да, онлайн есть вопросы. Там откроется окошко. Да, просто фотоаппарат включите. Фотоаппарат включите, откройте, она... Конечно, конечно. У вас страничка открылась? Вот просто вот. Нет, просто наведите на нее. На фото, вот. Может быть, у вас старый телефон? Может быть. Да. В онлайн-режиме не включается видео. Админу нужно разрешение нам дать. Мы не можем включить. Ребята говорю, меня зовут Улан Мухаммед, просто можете набить его, да, в Инстаграме и все. Да, пожалуйста, давайте поменяем. Завтра у нас будет 2 часа уже работа по сайту. И завтра Да, вам скинут. Обращайтесь. У вас есть моя визитка? Пожалуйста. Обращайтесь. Ну, мы с тобой на связи, да. Кому дать? Обращайтесь. Пожалуйста. У кого визитки? Давайте меняться. Варя Георгиевна, наша фотография делается, да? Хорошо. Спасибо, до свидания, да? Или как там? А закончили, да? Это ваше. Я думал, ага. Коллеги, кто завтра участвует онлайн, завтра просьба подключиться в 2 часа. Завтра у нас будет работа по сайту. И кроме этого, завтра Айбек всем вышлет анкеты. Большая просьба заполнить анкету. Завтра. Все. Нет? Нет, не презентация, у нас это будет запись. Нет, это запись, она у нас будет, запись нашего тренинга будет размещена на сайте. Нет, просто последний. На сайте. Да, спасибо. Ну, завтра мы встретимся, да? Завтра. Спасибо огромное. Я завершаю конференцию, да? Завершаю конференцию? Все. Интересная информация. Мы прямо сколько открытий сделали. Это только начало, да?